Я монахиня Елизавета. Я посвятила свою жизнь служению Богу и Церкви, и я занимаюсь связями между Церковью и обществом и СМИ. Через 100 лет, мне кажется, с одной стороны, ничего не изменится. Люди всегда они одни и те же. С другой стороны, я искренне верю в то, что доброе в людях возрастает. Если мы даже сравним количество, ну, например, волонтерских движений, да, это их в последние годы бум. И я думаю, что через 100 лет вообще очень многое будет вообще построено на доверии, даже больше, чем на каких-то договоренностях, да, с какими-то материальной ответственностью и так далее, а именно на доверии, на договоренностях уже личных, на дружбе и так далее и тому подобное. Я не думаю, что мы будем жить в идеальном обществе без денег, без каких-то материальных вещей и важных ценностей. Даже, думаю, наоборот, в какой-то степени этого станет и больше. Мне кажется, что общество будет идти таким разделится на два пути. Да? Вообще в истории это заостряется, все становится более радикальным. Добро становится более добрым, зато зло становится тоже достаточно циничным, все более и более циничным, изощренным и так далее. То есть понятное дело, что вряд ли что-то изменится именно вот в векторе развития и через 100 лет. С другой стороны, я думаю, что, во-первых, прогресс не стоит на месте, и это хорошо. Это хорошо. То есть мы вот сейчас наблюдаем достаточно такую трагическую, но, с другой стороны, и вдохновляющую картину вокруг вируса, вокруг эпидемии, когда, с одной стороны, мы видим много горя, много страданий, но, с другой стороны, мы видим, как работают врачи, ученые, каждый спасенный больной там, с каким-нибудь поражением легких огромным. Да, собственно, новые вакцины изобретаются, да, каждый больной спасенный, и каждый больной, пусть даже и не спасенный, к сожалению, да, такое тоже бывает, это огромный шаг вперед к развитию медицины. Так получилось, я дочь медиков, у меня отец врач, и я вообще считаю, что, наверное, медицина вот из таких практических, материальных профессия, наверное, ну, пожалуй, самая ценная, потому что от нее буквально в смысле жизнь и смерть зависит. Вот мне кажется, что это будет идти вперед. Уже сейчас мы видим достаточно значительные успехи, и я думаю, их и дальше будет много. С другой стороны, мне хочется еще надеяться, что будет развитие в сторону большей экологичности. К сожалению, когда выезжаешь за город, очень печально, что наши огромные территории люди не ценят. С другой стороны, опять же, мы знаем, что есть волонтеры, которые очень заботятся о лице города, о лице вообще территории, об экологии. И я думаю, что этого будет больше. Люди научатся ценить, научатся больше ценить того, что, кажется, у нас очень много. Мне кажется, что за 100 лет все-таки мы станем более толерантны в хорошем смысле этого слова. Мы будем больше признавать того, что люди разные есть, что мы начнем с большим пониманием относиться, ну, например, к людям страдающим. У нас, к сожалению, до сих пор есть такая тенденция, что страдания показывать нельзя. Страдания, боли, какую-то, может быть, неустроенность в обществе. Об этом можно говорить, ну, там, например, там, съездили, помогли, да? но лучше не показывать. И очень часто мы сталкиваемся с тем, что сейчас есть такая модная тенденция, например, она мне, кстати, не очень нравится, но она есть. И как бы посыл у нее вполне добрый. Например, появление моделей, ну, например, с синдромом Дауна.
И я неоднократно сталкивалась, я думаю, все сталкивались с тем, что люди видят и начинают морщиться. Ну как так? Зачем это показывать? Это же некрасиво. Мне кажется, что со временем не нужны будут даже никакие модели. Людям просто будет понятно, что есть люди разные. Есть люди, у которых, может быть, есть какие-то ограничения по здоровью или там, какие-то, может быть, особенности развития, характера и так далее, но они никому, что называется, зла не делают, да, и стало быть, они наши, тоже наши люди, и мы им тоже должны помогать в трудных случаях. И в этом смысле, конечно, тоже есть положительная тенденция, ее можно наблюдать. Если говорить о развитии Якутии и вообще России, у нас есть огромное богатство. Это наши люди. У нас страна многонациональная. Я очень рада, что я именно в Якутию, в Национальную республику переехала и здесь живу и работаю. Мне кажется, что это то богатство, которое мы должны развивать. Меня восхищает то, что в Якутии совершенно спокойно я могу идти летом и увидеть человека в костюме с национальными элементами. Я очень жду, что вот в ближайшие десятилетия, может быть, эта мода перейдет на другие территории и к другим народам, потому что если в Москве вы увидите человека в косоворотке, скорее всего, на него посмотрят как на городского сумасшедшего. Это очень жалко. Мне кажется, что нам надо как-то возрождать традиции наших народов всех. И это было бы очень интересно. Что касается жизни церкви, это, скажем так, центральная часть моей жизни, и мне, конечно, хочется подумать о том, что будет через 100 лет. Сейчас довольно часто звучат такие опасения, что верующих станет меньше, и, может быть, даже религия совсем отомрет. Я думаю, нет. Я думаю, что через 100 лет верующих, может быть, станет в количественном отношении и меньше, но это будут очень сознательные люди, сознательно к этому относящиеся. И развиваю свою мысль, да, мне даже кажется, что, наверное, меньше-то их и не будет. То есть в какой-то момент качество перейдет в количество. Сначала количество переходит в качество, а здесь будет наоборот, качество будет переходить в количество. Дело в том, что когда мы сталкиваемся с верой такой, ну, если так можно выразиться, больше традиционной, да, когда люди особо не задумываются, во что они верят, людей, скажем так, другой культуры, менее традиционные, там, более современные, это никак не привлекает. И в какой-то момент действительно будет все меньше, меньше, доля городского населения увеличивается, да, соответственно, разрывающегося традиции. Но те, которые остаются, будут узнавать гораздо больше. Они будут узнавать о богатстве именно культурного наследия церкви и веры. Они будут лучше знать Евангелие и, соответственно, будут лучше знать те нравственные уроки, которые она преподает. Они будут думать больше о том, как это может нас развить. Да? Евангелие, вообще Новый Завет, удивительная книга тем, что она не закрытая, что называется. Но мне кажется, что за 100 лет будет написано еще очень многое. И люди захотят больше об этом, больше узнавать о своей вере, больше говорить о ней миру. Я надеюсь, что через 100 лет церкви в Якутии будут наполнены верующими. И самое главное, что это будут не просто люди, которые пришли только помолиться, вышли, потом и живут обычной жизнью. Это будут люди, которые будут нести тот вот заряд нравственности, тот заряд желания послужить в хорошем смысле друг другу, и мир от этого будет становиться только лучше. Я очень верю в то, что будет много священников, как и до революции было, из коренных жителей. Если бы я оказалась в Якутии через 100 лет, я бы хотела увидеть, услышать якутскую речь в храме, чтобы русская и якутская речь звучала примерно в одинаковых пропорциях, а может быть даже в больших, а уж в селах точно совершенно больших. Вот так. Мне бы хотелось, чтобы церковь была через 100 лет более открытая. Сейчас мы становимся более открытыми, но, собственно, моя деятельность, в общем, к этому и направлена. Церковь будет готова говорить с людьми более понятным языком, и, соответственно, люди будут готовы слышать.